бизге кардарлар айрыкча жалгыз бой энелер, кыз узаткан ата-энелер, жаңы үйгө чыккан жаңы үй бүлөлөр, аз камсыз болгон үй бүлөлөр жана Кыргызстандын жарандары. Биздин артыкчылыгыбыз районго барбастан эле айыл жеринде кыздын себине заказ алабыз. Да бир жагы бардык заказда бардык немени бир жерден алууга мүмкүнчүлүк бар. Таблицада көрүп тургандай бизге күндөн күнгө кардарлар көбөйүп, бизге жабдыктар жетишпей жатат. Бизде азыр 5 аял иштесе, келечекте биз 15-20 аялга көбөйткөнгө аракет кылып, үйдө отурган мигрант аялдар, жумушсуз аялдар көп бизде. Билими бар, бирок жумуш жок, жумушка муктаж. Келечекте пландар Instagram аркылуу реклама берип, башка облустарга чыгаруу жана интернет магазин ачуу, 2023 жылы экспортко чыгаруу Кыргызстанга, Казакстан и Россияга. Биздин командада күчтүү аялдар иштейт, тигүүчү. 15 жылдан 20 жылга чейин стажы бар. Сырга Кулиева эң колу уус чебер. Мухаббат Каратаева дагы күчтүү, жакшы тигүүчү. Рахмат көңүл бургандарыңыздарга. Роза эже Жусупова, рахмат сизге. Суроолор барбы Роза эжеге? Сиздин продукцияңыз биякта коюлган да, площадкада. Коридорго чыгып, Роза эженин продукциясы менен таанышсаңыз деле болот. Суроолор барбы? Есть вопросы у нас к Розе эже? Вопросов нет, спасибо. Рахмат, Роза эже. Есть, да? Пожелания, наверное, да, опять чопунже? Мындай да бул этикелер өзүңүздөр көрдүңүздөр, кандай улуу болсо дагы ушундай иштер жүргүзүп атышат. Просто мен бул кишилерге мотивация бергим келип атат да. Урматтуу инвесторлор, ушул айымдар буга чейин деле иштеп жүргөн, булардын ишканалары бар. Просто булар элдин алдында сүйлөй албай жатат. Ошон үчүн кичине болсо дагы бул этикелерибизге көңүл бурсаңыздар, сиздер баары бир акыбетін аласыздар. Рахмат. Рахмат эже. Роза эже, рахмат. Как раз акыркы участницабыз, последняя самая участница, самая активная, как вы заметили, да, Чолпон Шабдыраева является владелицей образовательного центра в городе Нарын. Какую деятельность конкретно ведет, на что ищет средства, расскажет сама Чолпон эже. Саламатсыздарбы? Мен репетитор за плюс онлайн окуу борборунун негиздөөчүсү Айчи апа, Чолпон Амантуровна. Биздин биз инвестиция же грант максаты бул тренерлерди даярдоо үчүн жабдыктарды алууга жана ошондой эле робототехниканы офлайн окутууга 1 миллион сом грант же инвестиция сурап жатабыз. Негизги азыркы учурда пандемия, билим сапаттын төмөндөшү, телефонду максатсыз пайдалануу жана ошондой эле кыргыз тилдүү онлайн курстардын жоктугу бул биздин азыркы көйгөй болуп саналат. Ал эми биздин борбор биздин эгерде онлайн окуу курстарын сатып алып окуй турган болсо, анда алдын ала жана андан бүткөндөн кийин тесттерди тапшырса болот. Онлайн окуу курстары бизде кыргыз тилинде болот. Дүйнөлүк олимпиадаларга дайыма даярданып катышса болот. Жана ошондой эле робототехниканы окуй алышат. Андан сырткары биздики командабыз барган сайын өсөт. Жана ошондой эле биз баардык окуу курстарын нолдон баштап өзүбүз жасайбыз. Мен IT тренермин да, IT мен өзүм айтыштыкмын. Базар негизи биз 3 жылдын ичинде 10 миңге чейинки окуучуларды окуталы деп жатабыз. Биздики негизи окуу программасына ылайыктуу. Биз буну Кыргыз Республикасынын статистика комитетинин маалыматынын негизинде алдык. Бизде негизи жалпы кыргыз тилдүү жарандар жана анын ичинен жалгыз бой аз камсыз мигранттын балдары жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга 30% арзандатуу каралган.
Негизи биз конкуренттер окуу курстары боюнча жок келсе, бирок биз веб Каракол шаарын алдык. Ал жерде программалоо тилин үйрөтөт, а биздики болсо именно мектептин программасы, биздики баасы жеткиликтүү 500 сомдон 5000 сомго чейин. Бизде онлайн тренажерлор абдан көп колдонулат. Башкача айтканда балдар с удовольствием окушат да. Компьютер менен смартфон аркылуу да окуса болот. Эң негизгиси биз дүйнөлүк олимпиадага катыштырып жыйынтыгын чыгарып беребиз. Биздин буга чейин мен Я-класс онлайн порталдын администраторумун Кыргызстан боюнча. Ошонун негизинде келип чыккан. Биз буга чейин компьютерлерди, окуу курстарын жасоо үчүн компьютерлерди, жабдыктарды алдык. Ал эми биздин эң негизги эмебиз 2023-жылы 83,8% рентабелдикке көтөрүү болуп эсептелет. Жана ошону эле биз сураган инвестицияны 1 жылдык мөөнөттө кайтарып бере алабыз. Биздин пландар негизи ушул декабрга чейин ОРТга даярдануу боюнча, себеп дегенде азыр ОРТга 3000 сомдон айына төлөп атышат. А биз болсо бир жолу 2000 сом төлөп ОРТга толук даярданганга курсту ачабыз. Ал эми келечекте 2023-жылы баардык предметтер боюнча, класстар боюнча ачканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул командамда азыр мен, Айзада Турганбаева, Айша Кудайберди кызы, азыркы учурда 5 техникалык администратор бізде окуп жатат. Эгерде биз жабдыктарды ала турган болсок, биздин командабыз 15 адамга өсөт. Анын ичинде аялдар жана жаштар түзөт көбүнчөсүн. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Чолпон эже өзү деле ментор болду, экспого катышкан айымдарга аябай жардам берип, питчинге даярданганга жардам берди. Мен 3 ментим бар болчу, Роза эже, Саадат эже, анан Ибадат эже, үчөөнү тең мен ушу финалга алып келдим. Бул да менин жетишкендигим. Рахмат, молодец, Чолпон эже. Барбы, есть вопросы для Чолпон эже? Саламатсыздарбы. Чолпон эже, сиз Нарын шаарында жайгашкансыз да, Биз ЖАЗ тарабынан кесипке багыт берүү программасынын алкагында атайын центр жабдык бергенбиз. Ошонун ичинде 3D принтерлер, компьютерлар бар да. Анан мен ойлоп атам, ушул 3D принтер боюнча сиз тренер катары, ошол долбоор менен тренер катары эле эмес, бирок ошол долбоор менен бирге иштешкенге мүмкүнчүлүгүңүз бар деп. Сөзсүз дайым даярмын. Мен такыр уктабайм, 18 жаштагы адамдай иштейм. Мен еще да бир нерсени айткым, мен 44 жашымда бир уул төрөп алгам, 6 жашта уулум бар. Мен ошон үчүн келечеги үчүн аракет кылып атам да, ушунун баардыгы теңчи. Мен буга чейин IT тренер болуп сабактарды берип жүрөм. Эгерде кимдерге кызык болсо, мен сөзсүз түрдө колдоо көрсөтө алам. Рахмат. Бул жанагы биз курстарды нолдон баштап жасайбыз деген бул эме эмес. Себеп дегенде мен гет курс боюнча дагы техникалык администратормун. Биз гет курс программасын билесиздер, порталын, ал жерде баардыгы бар. Ошон үчүн бизге айтишниктердин кереги жок. Биз өзүбүз нолдон баштап жасаганды үйрөтөбүз. Биз ошол эгерде кимдер өздөрүнүн курсун ача турган болсо да кайрылсаңыздар болот. Саламатсыздарбы? Менин атым Миргүл Болоталиева. Менде мындай суроо болот атасыз. ОРТге даярдаганга балдарды онлайн окутасыздарбы же офлайн окутасыздарбы? Биздики бул курстун баары онлайн болот. Себеп дегенде биз биринчи келгенде тест тапшырат да канчалык процентте билет. Бүткөндөн кийин канчалык деңгээлде билди. Биз ушундай кылып жасайбыз да. Биздин курстун максаты ошондой. Хорошо, рахмат. Биз негизи онлайнды киргизишибиз керек да, азыркы учурдачы. Себеп биз офлайн десе эле офлайнга канчалаган акчалар кетип атат, бирок жыйынтык жок да. Ошон үчүн онлайнды көтөргөнгө ушу сөзсүз түрдө ушундай порталдар, окуу курстарын ачыш керек. Тем более кыргыз тилинде жок. ОРТга даярдаганга онлайн курстарды өтөбүз деп атасыздар. Ал жакта групповой өтөбү же индивидуально кыласыздарбы? Негизи любой онлайн курсту сатып алганда билесиздер, биринчи ал жерде баардыгы болот. Ар кайсы тема боюнча видео сабактар болот, практикалык иштер болот. Биздин максат ошол да. Эгерде ошондон түшүнө албай жатса, сөзсүз түрдө менторлор же болбосо тренерлер
жардамга келишет да. Бизде ошолор тиги кантип эсептеп чыгарыш керек, практически сөзсүз болот. Себептен мен буга чейин Zoom'да сабак берип жүрөм. Меники постоянно практика 100% да. Офлайндай сабак өтөт бизде. Ошон үчүн бул жагынан проблема жаралбайт. Менде суроо бар да, биз ушул ортого даярдоо боюнча эң күчтүү компаниялардын кызматын сатып алып пайдаланып жүрөбүз да. Сиздин тесттин старттык тесттин натыйжасы менен жыйынтык тест канча процент өстү кыздардыкы? Бүгүнкү күндө сизде анализ барбы? Сиздин курстан өткөн балдар кайсы окуу жайга тапшырды деп? Мен негизи буга чейин мен даярдаган балдар бүт Россиянын бюджетинде окушат да. Алар ОРТнын кереги жок да. Орунду жөнүндө сөз болгондо, мисалы үчүн мүмкүнчүлүгү ар кандай шарты менен орто кызматын пайдалана албай калган окууга шарт түзүш үчүн биз дем берүүчү курстарды сатып алабыз, күчтүү мисалы үчүн. Сиз азыр рынокко өз сунушуңузду берип атасыз. Мен эң күчтүү орто соода менде уюштура алам деп. Ошол жыйынтыгы керек эле да. Биз быйыл Ош менен Бишкек иштедик. Кыздар асты алтын сертификат алышты Оштон мисалы үчүн. Эгерде 93% окууга өттү. Болгондо да STEM багытындагы. Биз тынымсыз менторлордо нарынга киребиз кийинки жылдары. Сиз ошого кубатыңыз барбы? Мисалы үчүн сиздин кызматты биз сатып алсак. Биз ошого аракет кылабыз. Дегенде анализ болуш керек да, далилдөө. Факты. Далилдөөлөрдү эгерде сиз кааласаңыз өзүнчө берелик. Атак бизде буга чейин айтып атпаймынбы, мен өзүм ОРТго даярдаган, ошо жана офлайн даярдаган балдарыбыздын баары бул жактан ОРТдан эң мыкты бааларды алган, бирок ошонун менен негизинде эле алар бюджетке тапшырып, азыр булар көбүнчөсү IT багытында окуп атышат да, Южноуральский университеттечи. Биз азыр болсо жанакы майда класстарды баштаганбыз, жана 4-5 жаштагы балдарга кез сараганды үйрөтөбүз деп. Бул боюнча анализдерибиз бар. Эгерде кааласаңыз сизге жөнөтөлү. ОРТ боюнча биз жаңы онлайн баштап атабыз. Жаңы. Так биздин келечектеги эмебиз ушундай да. Так офлайн багытында биздин жыйынтыктарыбыз жанагындай. Рахмат. Чолпонжо кыска нуска жооп берүүгө аракет кылалы, анткени суроолорго убактыбыз түгөн баштады. Саламатсыздарбы? Негизи Чолпон менин менторум болуп иштеди. Мен абдан ыраазымын. Бул кыз биздин региондордун алыстыгына карабай бизге абдан жардам берди. Мен буга ийгилик каалайм. Просто менин комментария да меники. Абдан рахмат. Саадатчы рахмат. Дагы суроо, акыркы суроо. Суроо эмес, каалоо. Мен бүгүн ушул ишкер аялдарды колдоо сессиясына келгениме өтө кубанычтамын. Себеби көптөгөн жакшы иштердин жүрүшүн, анан аялдарды колдоп атканыңарга өтө ыраазымын. Себеби айыл жеринен келдим. Ош областы Кара Суу району. Бизди ушул Чолпон Абдыраева IT курсун үйрөттү. Айылда отуруп алып эчтекени билбей, телефондо гана чукуп, жооп гана бергенди билет элек. Бизге ушундай кантип, каяка чыгыш керек, эмне иш кылыш керек деген жакшы билимди берди. Ийгилик каалайм. Дагы мындан нары дагы мына балдар үчүн дагы даярдап атат. Бул жактагы кызга дагы аябай бул кыздын аттарына урунтуп атам. Өтө ыраазы болуп жатам. Себеби мен бакчада да иштейм. Ошолорго ушулар менен байланышып иш алып барганга аракет жасайм. Рахмат, ишиңе ийгилик. Бизге окшогон айылдык чоң апаларды да кичине билимин көтөрүп атканыңа өтө чоң рахмат. Рахмат. Сизге чоң рахмат, келип катышып и колдоо көрсөткөнүзгө. Больше нет вопросов. Чолпон эже, спасибо вам большое, желаем вам больших успехов. Хочу напомнить, что у наших гостей, инвесторов и партнеров будет возможность заявить о своей поддержке, либо сказать свои рекомендации чуть позже. Сейчас я попрошу всех наших гостей, всех, кто здесь у нас, поблагодарить и поздравить наших женщин с тем, что они прошли на финал Women Expo. Да, можно так. И хочу отметить, что несколько участниц уже были отобраны представить свой проект на региональном уровне, где перед международными инвесторами и программой поддержки женщин-предпринимателей заявят о своем проекте. Вот у нас уже несколько часов идет мероприятие, и заметила, что очень хочется, чтобы в ближайшее время все инвестиционные площадки, которые будут в Кыргызстане, в Центральной Азии,
они предоставляли равную возможность для всех женщин предпринимать, несмотря где и каким видом предпринимательства она занимается. И для этого, я думаю, очень важно, чтобы сегодня каждый и каждая из нас сделали вклад и в поддержку для усиления всех условий для равного участия женщин в экономике нашей страны. Но и также хочу отметить, что чуть позже у нас будет очень интересная презентация одного проекта, поэтому прошу гостей оставаться активными, открытыми и продолжить совместно с нами проведение этого мероприятия. Сейчас хочу дальше продолжить и передать слово уже нашим нескольким гостям, даже не гости, а наши организаторы, для того, чтобы сказать несколько слов о нашем мероприятии. Хочу сюда пригласить человека, который поддерживает и делает вклад вместе с командой для реализации данных инициатив и делают работу по тому, чтобы расширить права и возможности женщин. И приглашаем сюда Узисирен Джамсран, представитель структуры ООН «Женщины в Кыргызстане». Добрый день всем нашим замечательным участницам, всем участникам, нашим гостям и партнерам сегодняшнего мероприятия. Я очень вдохновлена всем, что сегодня случилось. И, конечно, довольно сложно говорить после того, какие замечательные были проекты и предложения уже были озвучены. От имени нашей системы Организации Объединенных Наций, совместного проекта «Он женщины», Всемирной продовольственной программы, по-русски ИФАД и Всемирная организация продовольствия и ИФАД. Международный фонд по Международный фонд развития сельского хозяйства. Мы хотим вам принести нашу благодарность и также, самое главное, еще задать те же вопросы, которые задали наши предприниматели вам. Как вам сегодняшнее мероприятие? Что нужно делать? Как у вас впечатление? Как вы думаете, нужно ли такое мероприятие продолжать, умножать? Мы хотим найти также партнеров, инвесторов, которые будут такие организовывать, взять этот ноу-хау вместе с SheStarts, организовывать это в областях, организовывать это не просто как разовое мероприятие, и не только в рамки некоторых проектов, которые приходят и уходят, а самое главное, сделать такую платформу постоянной, чтобы как можно много женщин, девочек, мальчиков, все, которые хотят заниматься предпринимательством, найти возможности себя реализовать полностью, могли это сделать с уверенностью. Очень много замечательных есть примеров, очень много есть замечательных наших жизненных опытов. Но, к сожалению, платформы, которые именно про это постоянно говорят, которые делятся этими опытами, пока очень мало. И сегодняшнее мероприятие для нас, можно его сказать, маленький эксперимент. Посмотреть, как можно организовывать такие рода платформы для того, чтобы она устойчивой была, чтобы она велась самим частным сектором, чтобы она велась инвесторами, которые заинтересованы вкладывать в очень интересные проекты. Сегодня мы слышали наших предпринимателей, которые некоторые основались 15 лет назад, но некоторые основались только в прошлом году. Те, которые имели довольно большой бизнес, или те, которые сейчас начинают в маленьких группах. И у нас обычно есть такой стереотип, кто такой предприниматель, да? Обычно, если мы смотрим на себя, всегда говорим, хорошо, а кого мы ожидаем увидеть? Как они будут одеты,
как они будут выступать. У нас всегда есть стереотип свой. И мы в основном всегда ожидаем практически одно и то же. И сегодняшняя платформа как раз-таки дала возможность посмотреть именно на разнообразие, посмотреть на их видение, посмотреть на их замечательные идеи, особенно с точки зрения инклюзивности. У нас было замечательное предложение, да, во время обсуждения по Lucky Socks, и мы всегда говорим, инклюзивный бизнес – это самый лучший бизнес. Почему? Потому что он дает самую большую возможность многим людям себя реализовать, а бизнесу развиваться. И поэтому наша платформа также является для того, чтобы мы начинали не только говорить, но продвигать инклюзивность во всех их смыслах. И вот эти проекты были отобраны не зря, для того, чтобы вы посмотрели именно разнообразность всего того, что у нас есть. Конечно, мы не все охватили, не все сюда смогли охватить, но и не нужно было. Нужно, чтобы у нас теперь совместно была такая платформа, площадка, где мы можем вместе обсудить, как сделать так, чтобы она постоянно действующей стала. И, конечно, кроме меня здесь, наверное, хотели бы сказать очень много других партнеров, поблагодарить вас всех. Но мы стараемся не занимать много времени и места, да, чтобы побольше времени было именно у женщин-предпринимательниц выразить свои идеи, благодарность. Но тем не менее, я вот когда сидела, слушала и думала, а как было бы замечательно, если все эти проекты были как один. У нас дети, наши дети, вне зависимости от того, у них какая особенность, все ходили бы в один садик. Они бы получали замечательное образование онлайн, участвовали в различных конкурсах, где себя будут реализовать, ездили на разные учебы в разные страны, включительно у себя тоже в стране. Они бы носили замечательные, удобные носки, которым бы им удобно было бы целый день. Да? И с радостью можно было его снимать в любых гостях, приходя. Девочкам, которые будут носить замечательные прокладки, они будут с удовольствием не только носить, но еще иметь возможность из тех денег, которые они смогут отложить, еще пойти на другие курсы, может быть, на те же курсы. Говорить о прокладках, говорить про менструацию. Потому что, к сожалению, очень многие до сих пор боятся о них говорить. Хотя это просто обычная такая вещь, как и слюна, как у каждого человека есть. Это самая обычная физиологическая вещь. И очень важно, чтобы у нас наши мамы и папы и родители любого возраста могли вместе помогать, поддерживать нашу молодежь, поддерживать наших бабушек, поддерживать наших дедушек, у которых есть замечательные идеи реализовать себя. Вот это, если посмотреть, как одно маленькое такое село, да, вот, действительно, это будет наш Кыргызстан, который будет очень уверенно идти вперед. Реализуя себя, каждый человек будет помогать стране полностью себя реализовать. И это не просто мечта, это уже делается сегодня. Просто для нас очень важно, чтобы этих платформ было побольше, эти платформы об этом знали, и чтобы в эти платформы инвестировали. И завершая, я хочу сказать, что это мероприятие тоже завершает наше одно мероприятие, которое мы с 2012 года осуществляли при поддержке правительства Швеции, Норвегии. Еще за последний год мы имели возможность сотрудничать с правительством Японии. У нас замечательные партнеры также сегодня присутствуют, которые сегодня поддержали данное мероприятие, как UK-Aid, как из USAID. Также я очень рада, что у нас присутствуют наши партнеры из Европейского Союза и многие другие. Я очень рада, что сегодня также присутствуют и поддержали эту замечательную инициативу Глова. Давайте мы все будем хлопать, да? Огромная благодарность. Глова, Дардой,
Novotel, Keys Group, Finca и очень многие другие. Огромную роль сыграли, конечно, наш основной тренер по питчингу, вот Даниил Русенов. Огромное спасибо. И много тренеров наших. Асель Кубанычбекова, Гульбарчин, Суюнова, Каныбек Чериков, Бермет Тусалиева, Алина Касенова, Чолпон Шабдраева, Кундуз Асаналиева, Ойбек Атбаев, Асель Абыкеева, Рейна Жаныбекова и Эльмира Кудайбергенова. Я думаю, что эти имена достойны, чтобы мы все знали их. Вместе хлопать еще раз. Да? Спасибо огромное. И огромное, конечно, благодарность самим нашим женщинам, предпринимателям. Многие хотели бы здесь быть сегодня, но на эту площадку попали именно достойнейшие из достойнейших. Но на следующий раз вы уже создали у себя много тех, которые хотят на следующей площадке прийти. И также еще хочу поблагодарить нашего замечательного партнера с правительством, Министерства экономики и финансов, Министерства сельского водного хозяйства и развития регионов и Министерства здравоохранения и социального развития, которое было очень тесным партнером в реализации всех наших замечательных инициатив на местах. Я тогда благодарю наших коллег. Спасибо Гульджан, ее команде, тоже от нашего имени. И мы будем продолжать. Ждем ваших предложений, как продолжить эти платформы. Спасибо. Спасибо большое, Ольге. Я забыла сказать про мою одежду. Это куплено с кыргызского предпринимателя. Наверное, вы узнаете эту одежду. Спасибо. Спасибо большое, Ульси. Продолжая то, что вы сказали, наверное, у каждого и у каждой из нас когда-то, и либо сейчас, возможно, или в будущем будет желание заниматься предпринимательством. Да? Предприниматели создают ресурсы у нас. Но, к сожалению, мы с вами до сих пор живем в том обществе, где из-за твоего возраста, либо из-за твоей половой принадлежности есть специфические барьеры, которые усложняют твой путь к предпринимательству, либо же являются препятствием для реализации своего экономического потенциала. Как Ольга отметила, участие каждого в равнозначной мере очень важно. И хочу также отметить, что каждый шаг и каждое слово любого человека может повлиять на улучшение среды, в которой мы живем, для того, чтобы создать возможности равные для всех. Я призываю всех вас после сегодняшнего мероприятия, даже начиная сейчас, менять ваши отношения и, возможно, делать больше усилий в поддержку женщин-предпринимателей. Как это можно сделать? К примеру, как мы видим, можно сегодня рассказать о женщине-предпринимательнице, с которой вы познакомились, и выложить, и поделиться ее аккаунтом, ее предприятия. И это будет уже один из источников продаж. Либо же сделать инвестицию, либо, как другие наши партнеры, предоставить площадку для обучения и менторства, либо же поддерживать организации, которые поддерживают женщин-предпринимателей. Мне очень радостно сегодня видеть Курак. Это организация, которая долгое время развивает женское предпринимательство, Лигу женщин стран Центральной Азии, который совсем скоро проводит значимое мероприятие для женщин в Кыргызстане и в Узбекистане, Фонд развития предпринимательства женщин, который сегодня организовывает данное мероприятие. И ряд таких организаций много, поэтому предлагаю нам всем объединять все наши усилия. И, Ольга, спасибо вам большое за ваше лидерство, за создание площадки, где организации, люди, единомышленники могут объединяться и делать вместе совместно действия для того, чтобы все-таки наступил тот мир, когда мы сможем увидеть, что у всех будут равные возможности и жить, наверное, в более благополучном обществе. Ведь без участия женщины невозможно выстроить то общество, которое будет счастливым, успешным и развивающимся. Спасибо большое. Спасибо, Асель. Следующее слово – обращение. Мы не приветствие даем, мы обращение, да, чтобы люди обратились к вам, к участникам. Мы хотим передать слово представителю Министерства сельского хозяйства Абдылдаевой Бурулкан, ведущий специалист отдела кооперации и новых технологий. Бурулкан, вы здесь, да? Мне сказали, представитель Министерства сельского хозяйства здесь находится.
Да? Идет. Мы вам хотим дать слово, чтобы вы обратились. Урматтуу катышуучулар, эртеден бери сиздердин жетишкендиктерди дагы, камсыз болгон жактарды дагы угуп атабыз. Дүйнөлүк кемелерден да отурушат. Мен бул жерде оондун кызматкери, алардын ушу биздин айыл жеринде өзгөчө Баткенде, Лейлекте ушунчалык кубанычтуу, что өз колдору менен даже шаарда жашаган кыйын болсо, бул жерде айыл жеринде туруп башка өлкөлөргө биздин азыктарды дагы, биздин товарларды да чыгарып, ушул жерде мындай тикеңерден тик туруп кызмат кылып аткан сиздерге таазим этебиз. Биз айыл чарба министрлиги, эми өзүңүздөр билесиздер, азыр кыйынчылык учурда дагы азыр суу, үрөөл бардыгы эле кыйын болуп атат, бирок ошондо да сиздер бардык жактан, бардык тараптан иштеп атасыздар. Сиздерге мен өзүбүздүн Минсельхоздун атынан сиздерге рахмат айткым келет. Бул ушул биз дүйнөлүк аренада да чыгып, ушу өзүбүздүн чыккан товарларды, өзүбүздүн сиздерди асыл заттар чыгарган буюмдарды колдонуп, элдер мындан да жашай беребиз. Бизде биздин айыл чарбада бизде дам болсо, эт азыктары болуп турса, талаачылык өсүп өнүп турса, мына жакында биз деген даже көл Тор айгырда эң кыйын долбоор болуп атат, Асман шаарын курганы жатабыз. Ага да Кудай эме берсин. А сиздерге мен жакшылык каалайм. Рахман Ролде. Следующее слово мы даем. На слова обращения закончились, поэтому мы, наверное, с Асель к вам еще раз обращаемся. Пожалуйста, уважаемые участники, мы очень хотим, чтобы вы сегодня использовали эту площадку для того, чтобы вы нашли друг друга в качестве партнеров, друзей, инвесторов. И просто покупатель или потребитель, неважно в какой роли вы будете, самое главное, знакомьтесь, пожалуйста, сегодня, делитесь идеями. Спасибо. Спасибо большое всем. И у вас есть буквально около 20-30 минут, чтобы еще раз ознакомиться с проектами и, возможно, сделать ваше финальное решение, какой из проектов вы хотели бы поддержать, либо женщину, и пригласить ваши программы. Либо в целом, как Гульбарчин отметила, стать друзьями хорошими для дальнейшего совместного развития. А сейчас мы переходим к следующему этапу нашего мероприятия. Перед тем, как объявить, я хотела бы сказать, что, будучи частью этой инициативы, это было очень трепетно и очень важный проект, так как мы сегодня все с вами говорим, что, к сожалению, пока не равная представленность женщин в экономике. Но сейчас идет новый мир, новая экономика, новый рынок, и появляется электронный рынок. И когда есть такая возможность, мы должны все вместе объединиться, чтобы своевременно обеспечить равное участие как для мужчин, так и для женщин, быть частью электронной коммерции, электронного рынка. И когда этот проект создавался, работали очень много команды, людей, единомышленников, партнеров, но что самое важное, основными людьми, которые создавали, предлагали контент и идею, это были сами женщины-предприниматели. И тем самым я хочу отметить, что продукт, который будет сейчас представлен, является продуктом, созданным женщинами для женщин, для того, чтобы экономика была инклюзивная и общество было инклюзивное. И сейчас хочу передать слово представителю моей любимой организации Фонда развития предпринимательства женщин She Starts. Это молодая организация, которая буквально недавно появилась, но с большой любовью, с большим сердцем каждый день трепетно делает вклад и создает возможности для женщин. И хочу передать слово Дилдызай Турдубековой, координатору проекта Buy from Women Женщин, чтобы представить электронную платформу. Поприветствуем.
Добрый день, уважаемые предпринимательницы, партнеры, инвесторы, друзья и коллеги. Хочу поблагодарить вас от имени общественного фонда «Фонд развития предпринимательства среди женщин She Starts» за то, что вы уделили свое драгоценное время и посетили наше сегодняшнее мероприятие. Сейчас я хочу вам рассказать о национальной кампании «Покупай у женщины» Ишкира Елдоколдо «Buy from Women». Национальная кампания «Покупай у женщины» была приурочена Международному женскому дню для привлечения внимания общественности к целому женскому предпринимательству. Благодаря данной кампании женщины-предпринимательницы смогли заявить о себе, смогли заявить о своих продукциях, смогли заявить, рассказать историю создания бизнеса. Благодаря данной кампании женщины из сельских местностей смогли реализовать свои продукции и услуги. Как я отметила, целью данной кампании было рассказать общественности о важности поддержки женского предпринимательства, о важности поддержки именно женщин-предпринимателей, особенности из сельской местности. В рамках данной кампании были реализованы точки продажи, которые активно поддержал бизнес-сообщество в лице торгового центра Дордой Плаза, Аймол и также гипермаркет Фрунзе в городе Ош. Участницами данной кампании стали 32 женщины из 6 областей. Во время данной кампании у нас шла ярмарка в онлайн-формате, также офлайн формате. В офлайн формате женщины-предприниматели смогли привлечь, продать свои продукты на сумму более чем 109 тысяч сомов. Также были женщины, которые смогли привлечь дополнительные средства. И многие женщины, участницы данной кампании, сегодня сидят здесь, в этом зале. По поводу онлайн-кампании, также шла большая, огромная информационная кампания поддержки женщин-предпринимателей, где поддерживали наши блогеры, звезды. Охват в социальных сетях было более 1 миллиона. Спасибо. Как ранее отметили, вторым этапом данной кампании стала наша онлайн-платформа buyfromwomankg.com. Целью данной онлайн-платформы это объединение женщин-предпринимателей по всему Кыргызстану, объединение тысяч женщин-предпринимательниц, чтобы они могли продвигать свои продукции, заявлять о себе. И каждая участница, которая не успела зарегистрироваться, они могут зарегистрироваться, продвигать свои товары, заявлять о себе. Эта онлайн-платформа также станет возможностью, чтобы женщины в будущем могли продвигать свои продукты не только на рынке Кыргызстана, но и за пределами нашей страны. Так, следующий слайд. Давайте сейчас я расскажу немножко структуру сайта, потом у всех есть бейджики, да? На обратной стороне ваших бейджиков есть QR-код, на который, если вы наберете с телефоном, он автоматически вас направляет на нашу онлайн-платформу. Но прежде чем мы перейдем на практическую часть, давайте я вам расскажу структуру сайта, как он выглядит, а потом мы с вами будем тестировать нашу онлайн-платформу. Наша онлайн-платформа состоит из нескольких разделов. Первый раздел о самом проекте, о целях проекта, который стала благодаря нашим партнерам, благодаря программе расширения экономических прав и возможности, реализуемой структурой ООН «Женщин», Всемирной продовольственной программой ООН, и ФАД, ФАО, и финансируем посольством Швейцарии и Норвегии. И хочется отметить и поблагодарить наших партнеров, которые поддерживают наши проекты. И важным моментом, сразу, наверное, здесь отмечу, что наш проект поддерживает не только международные организации, наш проект уже поддерживает частные компании, бизнес-компании и даже коммерческие банки. Вторым разделом, наверное, важным, ключевым моментом онлайн-платформы является «Покупай у женщины». На данный момент мы собрали базу данных женщин, 1150 женщин по всему Кыргызстану.
Из них на сайт у нас уже загружено более 300 профайлов женщин-предпринимательниц, для которых были подготовлены профайлы, описание их продукции, были подготовлены на 3 языках, каждый продукт есть на английском, на русском и на кыргызском языке, чтобы женщины могли использовать эти языки, допустим, для Вайберса на английском языке, для Амазона, точнее для Вайберса на русском языке, для Амазона или для Walmart на английских языках. Также на разделе «Покупаю женщина» вы можете искать продукцию женщин по наименованию бренда, что для нас является очень важным для продвижения именно бренда и самих женщин. Также в онлайн-платформе вы можете найти информацию о самих женщинах, как они создавали свой бизнес, также найти контакты, чтобы в дальнейшем сотрудничать с самими женщинами. Третьим разделом нашей онлайн-платформы является женское предпринимательство, где мы публикуем все возможности для всех женщин-предпринимательниц. Здесь есть несколько разделов. Это раздел «Новости», где мы публикуем информацию, связанную с женским предпринимательством. Есть раздел «Возможности», где мы публикуем проекты, возможно, какие-то финансирование идет, чтобы женщины смотрели и пользовались этими возможностями. Также есть раздел «Блог», где мы публикуем интервью наших женщин-предпринимательниц, о том, как они создавали бизнес, через какие трудности они проходили, какие были провалы, да? Потому что каждая предпринимательница в начале создания своего бизнеса проходит через это. И также на нашей онлайн-платформе есть возможность получать онлайн-образование. На данный момент есть курсы онлайн-образования, которые создавалась организация SheStarts. Уважаемые партнеры, уважаемые инвесторы, если у вас есть онлайн-курсы, с которыми вы хотите поделиться с женщинами-предпринимателями, вы можете делиться с нами, мы с удовольствием поделимся всей этой информацией у нас на онлайн-платформе. Четвертым разделом, который тоже является важным, наверное, является раздел поддержки женского предпринимательства, где каждый желающий, инвестор, частные лица, частные компании могут поддержать как отдельную предпринимательство, также как юридические, то есть, возможно, это кооперативы, да, и у нас есть кооперативы, которые зарегистрированы на нашей онлайн-платформе, или, допустим, могут поддержать женщин-предпринимательниц через наш возвратный фонд. У организации SheStarts есть возвратный фонд, который выдается женщинам-предпринимательницам на безвозмездной, то есть беспроцентной, да, без рассрочки, без процентов на определенный срок, когда женщины пользуются, развивают свой бизнес и через определенный период возвращают эти средства, чтобы мы в последующем могли поддержать других женщин. Это один из видов поддержки. То есть у каждой из вас, из нас, да, есть возможность посмотреть на бизнес-проекты женщин-предпринимательниц и поддержать их. Если вернуться немножко на статистику, да, на основе собранных данных первым обладает сфера торговли, а второе у нас это получается швейное производство, третье это ремесленничество, четвертое это производство в сфере сельскохозяйственной продукции и пятое это сфера услуг. Если посмотреть на количество занятости по областям, да, разделить, на данный момент преобладает Бишкек, возможно, это связано с внутренней миграцией, но также, что удивительно, вторым у нас идет Баткенская область, и далее уже Нарынская и другие области. Мы очень надеемся, что присутствующие в зале женщины, наши партнеры, поделятся данной платформой, чтобы женщины тоже регистрировались, продвигали свои продукции, выходили на новые рынки, на рынок электронной коммерции. Так, следующий слайд. Если посмотреть по возрастной категории, да, что немаловажно является, на данный момент преобладает предпринимательство в возрасте от 26 до 35 лет. Но также есть у нас женщины, да, которые там 45 лет и старше. Да? То есть как бы в женском предпринимательстве нет дискриминации по возрастам. Так что каждая женщина, девушка может продвигать свои услуги и продукции. Еще одним моментом является это поддержка нашей онлайн-платформы. Как и ранее отметили, одна из первых бизнес-компаний,
компания Glovo поддержала нашу онлайн-платформу, поддержала женщин-предпринимательниц. В приложении Glovo вы можете увидеть отдельный бабл 6 Stars, где вы можете увидеть продукцию 20 женщин, которые можно осуществлять бесплатную доставку по городу Ош и по городу Бишкек. На сегодня у нас есть еще один устойчивый партнер. Мы очень надеемся, что у нас будут еще другие партнеры. На этом у меня все. То есть информационная часть закончилась. И сейчас я предлагаю нам протестить нашу онлайн-платформу. Просьба всем включить ваши телефоны, камеру, нанести на QR-код. И QR-код, он автоматом будет направлять вас на нашу онлайн-платформу. И сейчас в этой практической занятии мне поможет Махаббат Джукеева, консультант по сбору анализа данных женщин-предпринимательниц. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия. Много не будем говорить, наверное, быстренько так, да, 5 минут, наверное, чтобы просто на словах не говорить, на практике покажем. Пожалуйста, как Дилзай отметила, вы можете перейти на сайт или в Google, да, забить buyfromwomenkd.com, и он должен выводить. У всех открылось, да? Так. Если у кого-то не сработал QR-код, да, вы можете тогда воспользоваться поисковиком. Да, в поисковик забиваете, он выходит. Естественно, тут проблема, возможно, может быть только в скорости интернета, да? Ну и здесь, наверное, самый интересный для всех, это вот второй блок, это «Покупай у женщины», да, где в основном собрана информация по производительницам и, естественно, по их продуктам и услугам. «Покупай у женщины». «Покупай у женщины», второй блок. Или вы можете в поисковике просто забить, если чаще бывает, что женщины обращаются, вот я вроде заявку подавала, меня нет, да? «Покупай у женщины». Да, потому что это процесс, да. «Покупай у женщины», как мы отметили, направления разные, но мы их объединили и пока 3 основных больших категории сделали, где вы себя можете найти, да. Проблема в интернете, вот так выходит. Три основных блока. Это первое — производство, где под категорией идет пищевое производство, то есть те, которые относятся сюда, к пищевым, да, продуктам, производство, переработка молока, сельхозпродукции и так далее, все они под категорией производства. Следующая подкатегория идет легкая промышленность, то есть текстильная легкая промышленность, да? У кого там связано с легкой промышленностью, они все под этой категорией. Под прочее там есть производство, но не пищевая и не легкая промышленность, они идут под прочими. Следующая основная категория – это ремесленничество. Как вы по статистике увидели, у нас очень много женщин, особенно с регионов, они в основном заняты в ремесленничестве. В категории ремесленничества идет все виды ремесленничества, под этой категорией. Следующая основная категория, что-то с интернетом, да? Мне кажется, мы будем на будущее учитывать то, что наш сайт должен выдерживать больше 100 человек. Да. И из-за того, что все зашли, возможно, из-за этого идут перебои на сайте. Но мы учтем. Зато мы заодно протестировали, насколько может хорошо работать наша онлайн-платформа, чтобы в будущем, когда будет не 300 женщин на онлайн-платформе, а 1000, чтобы она выдержала такую огромную количество информации о женщинах. Может быть, чтобы просто увидеть, мы сами будем заходить, а вы просто посмотрите. Да, давайте так сделаем. Сайт, как бы, просто показать, да. Или вот как ребята помогают, вы можете забить себя, чтобы найти, да. И тут нужно отметить обязательно, как это важно, да, иметь свой бренд или название, да, потому что здесь в поисковике вы ищете себя по названию бренда или компании. Допустим, вот Lucky Socks, мы об этом сегодня говорим, да, вы можете искать Lucky Socks, забиваете, она выходит, да. Сейчас выходит, да, подождем. Вот Lucky Socks, про ее продукт. Естественно, на первое время мы пока занесли сюда такие самые основные 2-3 продукции, потому что все сразу это объемная информация, да. Вкратце по продукту, по их особенностям. Можно чуть ниже спустить. Идет описание краткое, да, что в ассортименте еще есть, да.
Здесь можете пройти продавец, чтобы найти информацию по продавцу или по производителю, да. Зайдете, здесь выходит, кто производитель, да, этого бренда или там основатель. Здесь тоже информация идет уже по, допустим, Кундуза Саналиевой, кто она, да, основательница, производительница. И дальше можно пройти по другие товары, да, производителя. И здесь вы увидите уже информацию про Кундуз, фотография ее, да. Выше чуть. Угу. Здесь уже тоже краткое описание про ее бизнес и про нее самой. И можно чуть ниже. Здесь есть ссылка, как видите, в правом верхнем углу, есть ссылка на ваши соцсети. Это сделано в целях для того, чтобы кто, если заинтересуется вами, вашим производством, да, вашими услугами, человек, нажимая на эту ссылку, автоматически переходит на ваш сайт или на вашу соцстраничку. Это дает такую возможность, что заинтересовавшийся человек может перейти, выходить к вам как бы напрямую, да. И здесь хочу отметить, пока работала вот с этим процессом, очень много проблем, как вы знаете, как начинающий, у многих нету социальных страничек, особенно для именно продукции или продвижения продукции или услуги, да. Поэтому здесь хочу прям напомнить, отметить и на будущее порекомендовать, чтобы вы имели вот это в виду, да, чтобы у вас были социальные сети или там ссылки, через которые потенциальный ваш партнер или инвестор мог к вам выйти на связь. Наша задача создать вот этот мост, чтобы вы нашли друг друга, да, поэтому это очень важно. И вот, как вы видите, заинтересовавшийся человек может всю полную информацию по вашей страничке находить. И таким же образом вы, каждая производительница можете себя найти на этом сайте. Естественно, самый плюс этого сайта, платформы, получилось так, что мы как бы смогли и собираем до сих пор информацию по женщинам-предпринимателям со всех сфер. То есть кто заинтересовался, он может найти информацию по любым сферам в одном месте. Это вот преимущество нашего сайта получилось. Но это как бы процесс объемный, мы еще работаем, мы надеемся, что мы больше 1000 женщин сможем дальше собрать. И больше, может быть, да? Спасибо. Загрузить на онлайн-платформу. 1000 данных уже собрали, нужно загрузить. Ну, имеется в виду загрузить. Спасибо. Спасибо большое. У нас на этом вот так выглядит наша онлайн-платформа. Если у вас есть вопросы, рекомендации, комментарии, либо уточнения, я готова ответить на них. Менде предложение бар да. Биздин фонд 50+ деген санариптик көндүмдөрдү калыптандыруу боюнча бекер окутат. Айтып атпайсыздарбы, ушуга муктажбыз деп. Эгерде ушул аялдардын база данлыгын берсеңиз, биздин KCB банк менен биргелешип окутат. Толугу менен электрондук кошелек, бул жерде соода ошондой жүрөт да, толугу менен сайттарды ачуу, мошенниктердин колуна түшүп калбоо, баардыгы боюнча бекер окутат. Кайрылыңыздар. Чоң рахмат. Еще вопросы, комментарии, рекомендации? Угу. Хорошо, тогда Асель у вас, да? Да, пожелания. Только пожелания, наверное. Спасибо огромное. Замечательный проект, очень нужный, очень актуальный и уверенный, это, наверное, исторический проект будет, да? На сломе такой востребованности. Вот, только пожелания. Спасибо, поддержка. Я призываю тогда все организации, Курак, Лигу и She-Starts объединяться на данной платформе. У меня предложение. Да, мы часто участвуем на различных ярмарках, выставках, да, и вы сами тоже нас собрали в одном Дордой Плазе, да, вместе. В дальнейшем организовывать такие ярмарки именно с теми женщинами-предпринимателями, которые уже зарегистрированы, да, дабы любой человек, любой потребитель мог познакомиться лично, задать свои какие-то вопросы, да, не через онлайн, а вот именно офлайн, да, раз в месяц или там раз в квартал, да, вот такое предложение.
Спасибо большое, Самара. Как Самара ранее отметила, в рамках нашей кампании второго этапа мы делали поп-ап-шоп выставку, то есть выставка продукции женщин-предпринимателей в торговом центре Дордой Плаза. Он завершился буквально вчера, то есть он шел в течение 10 дней. И на этой поп-ап-шоп ярмарке принимали как раз-таки участницы нашей онлайн-платформы. И, наверное, мы на будущее тоже будем организовывать такие площадки совместно с женщинами-предпринимательницами. Сиздерге рахмат ушундай сонун биз үчүн мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздерге. Чын эле айыл жериндеги аялдарга көп көңүл бурулбай жаткандай, эми азыр барган сайын абдан көп көңүлдөр бурулуп атат. Бизге да мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул жерге өзүбүздүн продукцияларыбызды жайгаштырганга сиздерге ийгилик. Дагы көп жакшы нерселерди күтөбүз. Чем Рахмат Чулпан? Рахмат Чулпанже. И вот добавляя то, что до этого предложила Самара, хочу отметить, что призвать банковские учреждения поддерживать платформу, так как у сельских женщин сегодня, к сожалению, сложно с доступом к онлайн-платежам. И нам нужно этот вопрос тоже решить, чтобы все могли, будучи очень далеко в Нарыне, в Таласе, принимать оплату, продавать свои продукции. От имени женского форума «Курак» я бы пожелала больших-больших успехов. На самом деле это замечательный проект. Вместе мы сила, вместе женщины мы можем созидать, мы можем творить. Мы создаем самое прекрасное на свете. Мы сами прекрасны, поэтому давайте объединяться. Мы рады, что запустился такой проект. Надеемся, что мы будем сотрудничать. Вместе мы сила. Спасибо большое. Мне кажется, после мероприятия мы можем как раз-таки сесть и обговорить моменты сотрудничества. Спасибо большое еще раз. Здесь я тоже хотела бы добавить. Кундус, вам слово. Можно, да? Я тоже хотела бы добавить. На самом деле я выражаю большую благодарность структуре ООН «Женщины She Starts». На самом деле была проделана колоссальная работа с апреля месяца. И мы сами были участниками в этом проекте. Да? Спасибо фасилитаторам Гульбарчин, Асель. Они тоже достаточно большой вклад сделали для нашего развития вообще в бизнесе. Да? И большая благодарность, что создаются условия для развития для женщин-предпринимателей. И как мы в последнее время часто отмечаем, насколько ВВП страны резко поднимается, насколько весь вклад, который делается в страну, он возвращается, по сути, опять же, остается в стране. Да? Это, надо отметить, это образование наших детей, это, получается, развитие медицины. И это целостно влияет в целом на экономику нашей страны. Это большой вклад для нас, для женщин-предпринимателей, что мы можем хоть как-то внести экономический, пусть это будет вклад, да, также какие-то другие аспекты социального плана, потому что это и образование. Мы знаем, что вся ситуация в стране также очень влияет на образование в нашей стране. Также как член ассоциации форума «Курак» тоже большое желание, если будет синергия, я думаю, будут очень такие большие плоды и будет сделано очень многое. Это на самом деле стартап, что мы делаем, и в конечном итоге это будут очень такие продуктивные плоды. В конечном итоге мы эти вещи будем видеть и созидать. Спасибо. Спасибо. Асель, мы, видите, потихоньку переходим к формату открытого микрофона. У нас сейчас такой интересный формат. Мы предлагаем... Завершим, наверное, часть с платформой и потом перейдем, да, к открытому микрофону. Спасибо большое, Нуржан и Кундус. Дилдыза, если есть завершающее слово. Спасибо большое, в первую очередь, нашим женщинам-предпринимательницам. Спасибо нашим партнерам, нашему частному сектору. И давайте создавать, созидать и развивать женское предпринимательство. Спасибо большое. Спасибо большое, Дилдыза, и спасибо большое всей команде She Starts, и спасибо большое всем партнерам, которые здесь указаны, которые уже стали частью этой платформы, и мы призываем всех остальных также присоединиться. И сейчас, перед тем, как перейти к открытому микрофону, Гульбарчин, я хочу повторить наше упражнение, чтобы мы все вспомнили, кто заявлял о том, что готов и дальше поддерживать и инвестировать в женщин. Кто готов инвестировать, поддерживать и дальше дружить с женщинами-предпринимателями, просьба сделать 3 раза хлопка, чтобы мы увидели, услышали и почувствовали вас. Давайте еще раз.
Отлично, очень классно видеть, что весь зал вместе с нами. Ну а сейчас, да, переходим к открытому микрофону. Буквально 10 минут открытого микрофона, чтобы вы могли высказаться, да, дать какие-то рекомендации, дать какие-то предложения по сотрудничеству. Может быть, кто-то хочет инвестировать, может, просто кто-то хочет уточнить. Микрофон открытый, поднимайте руку и давайте поговорим. Единственное, можно будет перед тем, как мы передадим микрофон, попросить вас обязательно представиться, ваше имя, вашу организацию. И у вас также есть возможность в течение 1 минуты рассказать о вашей программе, чтобы все, кто есть в зале, услышали, узнали, возможно, потом могли подойти к вам с своими вопросами и предложениями. И дальше уже можете сказать и заявить о вашей поддержке либо заинтересованности. Каял, слово вам. Здравствуйте, меня зовут Каял Султанбаева, я являюсь страновым директором программы по развитию предпринимательства и инноваций ПИК Кыргызстан. Вот сегодня очень много говорили о Даниаре Усенове. Даниар Усенов мой коллега. Я рада, что мы смогли помочь нашим партнерам, да, вот участникам Women Expo в подготовке питчингов, потому что мы понимаем, что только предприниматели продвигают и поднимают экономику Кыргызстана. Что мы делаем для женщин? Мы проводим специальные программы, акселерационную программу, называется «Бизнес АИН». В этой программе мы готовим предпринимателей, уже работающих предпринимателей, мы им помогаем дополнительно получить навыки по инновационному ведению бизнеса. Также у нас есть программа «Мигрант Ишкер», которая когда-то была разработана JZ, и эта программа была передана нам, мы его адаптировали, и эта программа, сейчас мы проводим его везде, то есть в регионах, благодаря тому, что пандемия внесла свои коррективы, это проводится онлайн, и у всех есть возможность участвовать, все 7 регионов участвуют. И я бы хотела пригласить в эти 2 программы женщин, потому что бизнеса им понятно только женщины, мигранты, понятно, что мигранты, женщины могут участвовать, и есть возможность получить гранты от нашего партнера, потому что партнер, Safe Migration in Central Asia, как они по-русски называются, они открыли специальный, скажем так, в партнерстве с нами грантовый компонент. И сейчас мы получили первые результаты. Выпускники нашей программы «Мигрант Ишкер» получили гранты. Что еще? Вообще, когда нас пригласили участвовать, быть партнером на Women Expo, вообще предложение пришло с Турции, представляете, да? Наши коллеги в Лондоне встретились с коллегами ООН в Турции. Мы вначале не понимали, что это вообще к концу приведет, и я сегодня, сидя здесь, понимаю, что это привело к колоссальному успеху, потому что мы все работаем на развитие страны, мы все работаем на развитие женского предпринимательства, и мы здесь все партнеры, мы ни в коем случае не конкуренты, да, и когда мы всегда думаем о партнерстве, о том, что данное партнерство даст и видеть, да, конечные результаты того, что партнерство даст успешный результат, это нужно понять и увидеть вначале, потому что когда шел разговор с Турцией, я не понимала, к чему мы в конце придем. И теперь, увидев результаты, я очень рада, что мы согласились с вами сотрудничать. Я поняла, что мы сделали такой небольшой вклад, мы провели коучинг, да? Потом помогли предпринимателям, сегодняшним женщинам подготовить питчинги, и чтобы инвестор понимал за 3 минуты, чтобы он понял, что он готов инвестировать. Это очень многого стоит, и я очень рада, и я вообще хотела бы и вообще призываю всех за то, чтобы мы всегда думали о партнерстве. Никогда не думали просто это наш интерес или какой-то там что-то мы должны в конце получить, но всегда партнерство приносит большие результаты. Спасибо вам, большое. удачи. Можно подсказать, вы приглашаете в вашу программу акселерационную всех женщин, кто сегодня выступит, или конкретных женщин? Понятно. Вообще у нас есть определенные критерии, которые должны женщины пройти. К сожалению, вообще опыт показывает, что
Если мы как-то договорим, ну, получается, подпишем определенные вот документы, на основании которых, например, ваши участники могут без отбора у нас участвовать, наши участники без отбора у вас, это, конечно, другой разговор, потому что есть определенные критерии отбора, да? Вот. Мы приглашаем всех, но там есть определенные критерии отбора. Этот отбор они должны пройти обязательно. То есть это требование. Хорошо, спасибо большое. Уважаемые участники, да, потом мы вам отправим контакты ПИК и просьба связаться напрямую уже. И сейчас, перед тем, как передать слово тут Асель, потом Акылай, да, вам слово передадим. Я хочу попросить сделать техническое объявление о том, что, не техническое объявление, а техническая команда объявления о том, что на самом деле платформа выдерживает большое количество юзеров. Все вы можете заходить, покупать, и то, что не смогли открыть, это была проблема, связанная с плохим интернетом. Поэтому просьба призывайте других людей также подключаться и становиться юзерами. Асель, слово вам. Добрый день, меня зовут Асель, я председатель женской лиги Центральной Азии. Я хочу сказать, во-первых, выразить нашу благодарность от имени лиги, организаторам мероприятия, участникам мероприятия. Действительно, я считаю, что сегодня было одно из значимых событий в мире женского предпринимательства. И пожелать успехов всем, кто презентовал свой проект, чтобы вы нашли инвесторов, чтобы ваши бизнес-проекты росли, достигали, масштабировались и достигали высокого уровня. Также хочу сказать, что в этом году, 21 сентября, мы проводим первый кыргызско-узбекский женский бизнес-форум, на котором наши женщины, лидеры отраслей разных, представят свои проекты, презентации. И точно так же это сделают гости, женщины, предприниматели с Узбекистана. Вот, поделятся взаимным опытом непосредственно, ну и поставят, возможно, наладят взаимосотрудничество. Целью данного форума является наладить диалог между женщинами, предпринимателями Кыргызстана и Узбекистана. Я хочу сказать, что, наверное, среди вас есть те, кто поддерживает и экспортоориентирован, и среди презентаций были эти женщины. Я думаю, что этот форум будет вам очень интересный, потому что, возможно, вы сразу найдете себе рынок сбыта, что сегодня немаловажно, а возможно и инвестора, потому что вы знаете, что сейчас проводятся все меры для того, чтобы усилить роль женщины непосредственно на региональных уровнях. И особенно, конечно же, большая задача для масштабирования бизнеса сегодня – это найти большой рынок сбыта. И, конечно же, наши ближайшие соседи и ту же задачу ставят и наши соседи. Поэтому это будет очень интересный практический бизнес-форум. Мы скинем ссылку, наверное, тоже через организаторов. Если у вас будет желание, обязательно заполните анкету. И, возможно, вы будете отобраны для участия в этом очень интересном, эффективном и значимом проекте этого года. Также хочу еще раз выразить всем, кто сегодня поддержал сегодняшнюю презентацию и проекты. Спасибо большое. Спасибо большое, Асель. Уважаемые гости, просьба ваши контакты оставлять наши коллеги Бермет, чтобы потом мы могли связаться и передать. И просьба придерживать 2 минут. Передаю слово Акылай и дальше. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар, эжекелер, сиңдилер, келгениңиздерге чоң рахмат. Аябай кубандым азыр мен эмени көрүп, сиздердин продукцияларыңыздарды көрүп. Мен ойлойм, эки эле сунушта, биринчи сунуш бул деген азыркы учурда биздин апаларыбыз жасаган продукциялар туура биздин жанагы салт сана жана башка ошолорду мындай кармаган болсо жакшы болот. Бирок азыркы мисалы үчүн жаштарга жада калса жаштар эмес, ошондой эле мындай кандай десем, азыркы тенденциялар менен жашап жаткан кишилерге ошол эле продукцияларды жаштардын көз карашы менен же болбосо азыркы тенденциянын көз караштары менен жасасаңыздар, мен ойлойм ошон эмеден дагы мындай кызыктуураак болот да. Себеби ошол эле азыр могу эмени көрдүңүздөр да, байпактарды көрдүңүздөр. Байпактар улетают как горячие пирожки, да, жана глобус, тияк биякта, жаным баклажаным дегендер менен. Ошол эле вышивканы көрдүм, вышивканы дагы жанагы мерч деп коет азырчы жаштар.
футболкасына жанагы эмелерди бир чакырыктарды жазып эме кылат да, ошону эгерде вышивка менен кыргыз улуттук, не только кыргыз, вообще негизи улуттук кандай бир эме менен түшүрсөңүздөр, мен ойлойм бул деген аябай сонун болот. Бул бир. Экинчиси, азыр камдана бериңиздер, урматтуу эжекелер. Азыр мына мисалы үчүн ковидте мындай секин кетет да. Могу азыр эмелер ачылат, границалар ачылат. Өзбекстан, Казакстан, ошол жакта азыр аябай көп ярмаркалар башталат да, могу жазында элечи. Ошон үчүн мен сиздерге мындай чакырык кылат элем. Бул жерде Жайка деген сонун уюм бар. Жайканын ошол жанагы эмеси, не деп коет, сеть, да? Сеть вот эме предпринимателей. Алар деген уже бир нече жылдан бери ошондой эмелерге, ярмаркаларга катышып келатат да. Сиздер эгерде эме элестетиңиздер, ошол эле продукцияны, бирок жаңы дем менен, жаңы көз караш менен, тенденциялар менен, өзбек деп түшүнө турган, казак түшүнө турган, кыргыз түшүнө турган тенденциялар менен ошол ярмаркаларга чыга турган болсоңуздар, ал дагы бир топ сиздердин кардарларыңарды көбөйтөт деген ой. Анан эң мындай акыркы ой, мен өзүм Ошто боломун, менин атым Акылай. Мен Оштон келгем, мен бүгүн да кетем. Анан мен көп тармакта иштегендиктен мындай бир гана ишкердикте же болбосо жана жаштар менен эмес, ошондой эле медиа менен дагы иштешкени мүмкүнчүлүгүм бар. Ошон үчүн келиңиздер, эгерде кандай бир ошол жанагы барыңыздар айтып атасыздар да, медианын эмесин, шарттарын жакшыртыш керек, бизди тааныш керек, билиш керек депчи. Ошол жаатында дагы иштешкени мен сиздер менен мындай ачыкмын да. Барыңыздарга рахмат. Негизи барыңыздар, молодцы. Аябай чоң жумуш кылыпсыздар. Дагы да мындай чоң максаттарды койгону, коркпой, тайманбай кара бериңиздер. Сори, мне уже этот кыргызча эме түгөнүп атат да. Рахмат чоң. Калай айтсаңыз, сиз ошол экспертизаңыз менен 2-3 айым менен бөлүшүп, өзүңүз как ментор ала аласызбы или кандайдыр бир жардамыңыз менен? Кайсы айымдарга айтып кетсеңиз? Мага эме жок, кажети жок, ооба. Чеги жок, Чеги жок. Рахмат чоң. Кааласаңыздар, кимге мындай эме болсо, кызыктуу болсо, келип сүйлөшө беребиз, анан көрөбүз да. Эгерде сиздерге онлайн ыңгайлуу болсо, иштеп кете беребиз. Жок, ыңгайлуу эмес, биз мындай көрүшүбүз керек десеңиздер, анда балким мен Ошто, анан азыр эми Бишкекте деле болуп калдым. Көрөбүз. Ачыкмын. Рахмат, Акылай. Молодцы, чоң рахмат сунуштарыңыз үчүн. Бизде да биякта USAID-нин мүчөлөрү бар. Алардын сунуштарын окуп салсак, Рахмат, саламатсыздарбы? Менин атым Нурболот. Биз USAID-тин конкуренттүү ишкана долбоорунан келдик. Бул жакта коллегаларым Гүлмира Самбаева, Жибек Кубанова. Биз дагы ушул бизнес-акселератор тармагында 4 жылдык тажрыйбабыз бар. Буга чейин 70ке жакын компанияны чыгардык. 14 компания $100,000 чукул грант алышты бизденчи. Өздөрү дагы $500,000 чейин сатуу, анан өздүк салымын жасады. Бул жакта эжелерди көрүп кетип атам. Accelerate Prosperity ошолордун да программаларында бул нарындан келген эже, ошол жактан көргөнбүз. Эми бир нерсени байкадым. Бул силер мындан кийин да башка программаларда ушундай бизнес спич менен катышасыздар да. Ошол бир комментарий бизнес спичте ошол эгер инвесторлордун алдына чыгып атсаңыздар, канча сурап атасыңар өзүңөрчү? Ошо өзүңөрдүн канча өзүңөрдүн салымыңар бар? Ошондо кичине тоготор жерден сөз башталат да. Андан сырткары региондон Баткенден келишти, Нарындан келишти. Бизде пландар бар. Буюрса биз түштүк өрөөнүндө Ошто өзүбүздүн партнер аркылуу ошо акселерацияны баштайын деп атабыз. Ошол үчүн биз контакттарды таштап кетебиз. Facebook баракчабызда конкуренттүү ишкана деген баракчабыз бар. Ошол жакта акыркы жаңылыктар чыгып турат. Ошол жактан көрүп турсаңар болот да. Ошол. Рахмат. Нурболот, биякта Роза айым кол көтөргөн, анан кийин Асель айымга сөз. Саламатсыздарбы? Бүгүн ушул иш-чарага келип атканыма өтө кубанычтамын. Жана организаторлорго чоң рахмат чакыргандарыңарга. Ушул баштапкы жана иштеп жаткан предпринимательдерби, жанагы немелерге, ишкерлерге бир кичине сунушум бар эле, ошону айтайын дедим эле.
мүмкүнчүлүгү чектелген кыздар жылына 30га жакын кыздар ушундай курстарды окуп чыгат да. Кол өнөрчүлүк бар, компьютерный курсы бар, сулуулук жааматында да окуп чыгышат, бирок бизди эч жерге жумушка албайт. Анан жанагы 5% жумушка алсын деген закон чыккан, бирок ал закон иштебейт. Эми баягы өзүбүз аялдар бири-бирибизди колдоп аткандан кийин ушундай бир кичинекей сунушум бар эле да. Арасына хотя бы бир организация бирден айымды жумушка алса, бул да бир жакшы колдоо болот эле да биздер үчүн. Жана ошондой эле айтарым, ишиңерге ийгилик, чоң рахмат. Апалар, эжелер, силерге да ийгилик, чоң рахмат. Рахмат. Менде бир сунуш бар, азыр Аселге сөз бергичи. Урматтуу биздин коноктор, уюмдар, сураныч. Ушул болгон 2 мүнөттүн ичинде аялдарга бүгүн кандай мүмкүнчүлүктөр бар жана кандай мүмкүнчүлүк менен бөлүшө аласыздар, же кандай колдоо көргөзө аласыздар, бөлүшүп кетериңиздерди. Ал эми рекомендацияңыздарды мен ойлойм өзүнчө жолуккандан кийин дагы талкууласа болот. Азыр Асел айым, анан Дуркуль айым. Добрый день, уважаемые участники. Я представляю проект USAID Агросода. Тут мои коллеги Максат, Саида, Надира. Мы целой командой приехали специально сегодня на это мероприятие с США, так как наш проект реализуется по южному региону, и мы нацелены на развитие сельского хозяйства и предпринимательства, связанное с агробизнесом. И это наше первое и, надеюсь, не последнее сотрудничество с ООН с женщинами, так как цель у нас одна, да, это развитие женского предпринимательства. Как вы знаете, в регионах, особенно на юге, в основном очень большая часть населения, женщины, молодежь, они вовлечены в агросектор. Поэтому думаю, что с развитием именно ЦДС, связанной с агро, мы также большой вклад окажем семьям, многим семьям в регионе, особенно в Баткенской области, в Джалабатской, Орской. И очень рада видеть сегодня наших финалистов, которые именно с юга и в частности представляют вот агросектор, производство, да. И в рамках нашего проекта мы поддерживаем женщин каким образом? Вот на данный момент совместно с Шестарц у нас идет активная акселерационная программа именно для женщин и молодежи, вовлеченных в агробизнес, которые находятся на юге Кыргызстана. И также у нас недавно целый курс, скажем так, по бизнес-навыкам, улучшение бизнес-навыков начинающих женщин-предпринимательниц и молодежи, онлайн-тренинги. И думаю, что мы и дальше будем продолжать эти наши инициативы, поэтому мы открыты. И, пожалуйста, следите за нашими соцстраничками, да, обращайтесь к нам в случае, если вам необходима какая-то вот консультационная помощь. Да. И также у нас есть грантовая программа тоже, которая уже завершилась, ну, в смысле ежегодная. Новый год скоро начнется с определенными модификациями, и мы там как бы особый акцент, опять же, это женщины и молодежь в агросекторе, поэтому... Спасибо. А можно уточнить, получается, на вашу грантовую программу могут подать наши участницы только в начале следующего года, да? Да, мы об этом объявим еще. Хорошо. Кто в сельском хозяйстве, просьба потом обратиться к Агросода. И, уважаемые гости, еще раз напоминаю на русском языке, до этого я отметила на кыргызском, чтобы всем... Сегодня, думаю, очень важно, чтобы мы с женщинами поделились, какие есть возможности, и как мы можем их поддержать, и как мы можем помочь их проектам. И если у вас есть такие рекомендации, либо заявления, просьба об этом отметить, то Дуркуль. Еще раз, уважаемые участники данной встречи, я являюсь исполнительным директором Международного фонда инициативы Роза Исааковна Отунбаевой. Атынан салам айтам да, сиздерге сунуш биз санариптик көндүмдөрүңөрдү калыптандырууга бекер жардам беребиз. Ошонун ичинде бүтүндөй санариптик мейли социалдык тармактарга киресиңерби, электрондук кошелек ачасыңарбы, электрондук мамлекеттик кызматтардын кайсы түрлөрүн пайдалана аласыңар, электрондук соода платформаларына киресиңерби, биздин даярдалган адистерибиздин баардыгы сиздерге бекер иштеп берет. Андан тышкары эгер масштабтуу дагы жогорку деңгээлде иштейбиз десеңер, сиздер жылда Бишкек инвестициялык форум өтүп турат. Бул жаш ишкерлер ассоциациясы өткөрөт. Жеке гана ички эмес, дүйнөлүк инвесторлор келет дагы, ошол жерде өздөрүнүн продукцияларын дагы мындай биргелешип презентация иштерин уюштурат.
анан балдарды өнүктүрүү багытында иштер боюнча кайрылсаңыздар биз бирге иштешкенге кызыктарбыз. Рахмат. Рахмат Туркулярин. Господа, у нас есть еще участники, которые хотят рассказать о своих проектах. Я думаю, к этому будет сейчас время. Попросили сейчас представить специального гостя, который к нам присоединился на данное мероприятие. Это заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, Российской Федерации, генеральный секретарь Иссыкульского форума имени Чингиза Айтматова Соль Молдокматова. Слово вам. Добрый день, дорогие друзья, замечательные участники потрясающего форума. Я хочу начать с небольшой притчи. Однажды Периште, это ангелы, обратились к Всевышнему. Почему вы делаете так долго женщину? Бог ответил очень просто. Потому что женщина должна быть нежной и в то же время сильной. Она должна очень многое уметь, воспитывать детей, поддерживать мужчину. И это огромное искусство. Тогда Периште притронулись к лицу женщины и сказали: как, и при всей нежности у нее влага на лице? Да, это слезы, потому что женщина должна уметь и радоваться, и проявлять слезы при несчастьях. Сердце женщины на самом деле заставляет вертеться весь мир. И поэтому, конечно, я благодарна за реализацию такого очень мощного проекта, созидательного, консолидирующего «Покупай у женщины». Я объезжаю всю страну и бываю в тех далеких селах, в которые вряд ли доезжают наши депутаты. К сожалению, я общаюсь с сотнями, тысячами женщин, которые занимаются и хозяйством, фермерством, и рукоделием, являются мастерицами. И, естественно, через свои платформы я поддерживаю информационно, помимо того, что мы осуществляем уже реальную поддержку многих десятков и тысяч проектов. Поэтому, в свою очередь, хочу сказать, что если ваши проекты нуждаются в поддержке информационно, в освещении, мы имеем готовность предоставить платформу, а это такое существенное, прогрессивное продвижение непосредственно вашего потенциала. Я благодарю проект и организацию ООН «Женщины» за реализацию глобального проекта. Очень нуждаются наши прекрасные, милые представительницы прекрасной половины человечества в консолидации. Мы, женщины, на самом деле очень сильные при всей нашей хрупкости. Поэтому каждой женщине, сидящей в этом зале, я желаю прежде всего мира, гармонии и счастья каждому дому. И очень вас люблю. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо всем, кто заявил о возможности для женщин и готовности поддерживать других женщин. И сейчас, я думаю, официальную часть мы закроем, да, и дальше у нас будет нетворкинг-сессия, где вы можете рассказать о своих продукциях, либо же подойти к женщинам, познакомиться, заявить. И это будет такая свободная площадка. И дальше у нас будет обед, и после обеда у нас будут мастер-классы в рамках онлайн-платформы. Да, спасибо большое, Асель. На самом деле очень много желающих, которые хотели сказать о сотрудничестве, предложения свои, да, высказать. У вас есть 10 минут для общения между собой и плавно переходящий на обед. И команда She-Stars просьба нас сориентировать, где будет обед, куда нам нужно будет пройти. У нас, по-моему, обед будет проходить в коридоре. Там в ресторане, да? Нет, в кофе-брейк. Ага, хорошо. Тогда сейчас просьба